بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Когда ты много путешествуешь в дальние страны, не жди, что после этого у тебя останутся какие-то обычные воспоминания. Нет. Обязательно случится что-то волнительное. Например, вот ты проходишь мимо змеи. Субханаллах, я пошел сюда, и змея была всего в 2 метрах от меня. Ну, альхамдулилля, мой Господь уберег меня. Ты можешь чуть не упасть со слона. Можешь чуть не упасть в яму или свалиться вниз с какой-то возвышенности. Даже машина иногда может оказаться на краю обрыва. Однажды мы плавали на примитивной деревянной лодке с веслами. Лодка оказалась дырявой, и нам нужно было быстро вычерпывать воду, чтобы не затонуть. Один раз мы ехали в столицу. Мы задержались в лесу и не успели вернуться засветло, а дороги ночью там небезопасные. Ночные леса — это опасно. Есть всякие дикие звери. Могут быть разбойники и еще что-то такое. Когда наступает ночь, человеку опасно разъезжать по лесам. Субханаллах. Аллах предопределил машине, которая ехала впереди нас, страшную аварию. И Всевышний Аллах спас нас по своей милости. Что касается Африки, то в ней есть всякие странные насекомые. Сейчас мне рассказали, что это сделали жители деревни. Что же они делают? До того, как поехать туда, мы прошли стадии вакцинации. Иногда из-за спешки мы не успевали прививаться. Также все эти опасности и риски сопряжены с разными интересными случаями. Я хочу, чтобы ты представил вместе со мной. Все, что вы видите сейчас, когда-то здесь была вода. Камни почернели из-за сильной жары и сухости. Слушай, камень такой горячий, побыстрее уже сними, да помилует Аллах твоего отца. Да, снимаю. Иногда что-то интересное исходит от съемочной группы. Когда вы смотрите наши видео, вы не слышите их комментариев, потому что при монтаже серий поверх их голосов мы ставим мои слова. Но позвольте мне показать вам некоторое из того, что они говорят. Слон может мне подать хобот? Давай, ходи уже. Она не хочет сниматься. Удивительно то, что иногда операторы включаются в события и начинают разговаривать с людьми, как будто ездят по районам Каира. حنكليش قد جامد على شط النيل بيركبوا. Что, Нил вспомнил? أيام زرقاء. باي باي. Иногда разные случаи у нас происходили с людьми, которых мы встречали. Иногда с детьми, потому что некоторые дети воспринимали нас как каких-то странных существ из-за нашей внешности и одежды, и раньше они никогда не видели тех, кто был бы похож на нас. Иногда мы получаем какой-то новый опыт, иногда видим какие-то удивительные несоответствия. В Сомали, например, мы наткнулись на древнюю хижину, как будто бы она из Средневековья, но несмотря ни на что, ее жители поставили себе спутниковую тарелку. То есть, хотя он и живет в такой хижине, он не может обойтись без каналов и телевизора.
Бедная хижина. Возможно, в ней нет лишней еды или лишних денег. Они живут в маленьких хижинах жалкого вида. Семьи большие, но они не могут обойтись без спутниковой тарелки. Спутниковые каналы должны быть обязательно, как будто это что-то совершенно необходимое для жизни. Один раз в столице Камбоджи я спал в гостинице, а один из членов нашей съемочной группы решил примерить на себя роль ведущего. Он захотел зайти и снять, как проходят поминки у буддистов. Хвала Аллаху, что они не убили его. Они сразу же отключили ему камеру. И я до сих пор не знаю, что у них там случилось потом. Возможно, они просто не хотят мне этого рассказывать. Мы попытаемся зайти внутрь и заснять, что именно там происходит. Попробуем. Иди, иди. Иди, да не бойся. В любом случае, я прошу вас считать, что эта серия была призвана сменить обстановку после всех прошлых серий. Но в целом, мы еще не закончили рассказывать о нашем лучшем путешествии.